Всем привет, меня зовут Сашка. Сегодня я хочу рассказать вам о своем новом проекте, который мы создавали с друзьями и коллегами в течение месяца. Из-за того, что большинство людей из нашей команды выезжает поступать в этом году и, скорее всего, больше не вернется в Якутск, мы решили организовать последний проект «Память» о том, что когда-либо команда «Граффити Союз Якутска» существовала. В каждом из проектов мы решили реализовать одну из идей, из мыслей того, что представляет из себя Якутск. В данном проекте я был помощником Александра Скипы. Меня очень заинтересовали его идеи, так как направление граффити набирает популярность. Развитие это в нашем городе показалось очень неплохой идеей. У нас была идея передачи якутской культуры в будущее. Есть большая надпись «Якутск 2017», и в каждой букве какой-то элемент достопримечательности Якутии идет по нарастанию от самого старого к самым новым достопримечательностям. Меня зовут Толя, я друг Саши. Меня вдохновляет Саша своими произведениями, то есть то, что он пишет. То есть кто-то говорит, что «Ой, что вы делаете?» Или кто-то говорит «Молодцы, украшайте город». Мы познакомились с многими ребятами. Я также немного обучился битбоксу. Такое. Они тоже как-то вдохновляют немного. То есть вот эта красота, она показывает твою беспомощность, и ты пытаешься тоже как-то улучшить себя. Далее на стене возле 26-й школы у нас была идея сна подростка, который переживает какие-то чувства. Сон представляет собой путешествие по линии жизни. Сначала он отправляется в бесконечное плавание с 1000 лодок, и позже, через некоторые преграды, он переходит в город хай-тек, город будущего, новых возможностей, новых умений и нового оформления. Меня зовут Настя Шойлица. Меня раньше интересовало то, как рисуется граффити, и я не знала, как можно четко вообще рисовать линии, как получаются такие интересные рисунки. Некоторые фишки узнала. Больше всего мне понравилась стена 26-й школы, где спроектирован момент о сне человека. Третья стена рассказывает о троемирии, о видоизмененном аланхо, стилизованном под формат стрит-арт. Так как с самого начала проект назывался «Взгляд на особенности», мы решили дополнить аланхо необычными персонажами. Это были космонавты. Так мы показываем связь времен между прошлым и будущим, хай-тек технологиями и возможностями куда большими, нежели искусство. Наша команда состояла всего из 4 человек, то есть Марина, каллиграф, Илья, экшн-художник, я художник-организатор, Антон вандал, художник. Над каждым из проектов работали 5 дней с 10 до 11. То есть больше 12 часов, солнцепек, постоянные прохожие, желание спросить от сколько платят до а почему именно здесь. В общем, было весело.
Так как это все же остается моим любимым занятием, воспоминания остаются только самые лучшие. Я замечательно провел время, я провел время со своими близкими друзьями. Каждый из них будет мне дорог и ценен, ровно так же, как и каждый из работ. В каждом из проектов присутствует мой любимый цвет, фиолетовый, так что мне было в удовольствие оформлять каждую из стен. Это же фантазия, это как волшебство. В основном, о чем ты думаешь и о чем мечтаешь, ты можешь нарисовать и свои эмоции передать в своих рисунках. Одна из моих главных целей – привлечение молодежи не только в какие-либо субкультуры, спорт, здоровый образ жизни, но также и я хочу, чтобы мои друзья были ближе к искусству. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.